Чувашские аграрии обменялись опытом на отраслевом форуме в рамках выставки «Россия». Сейчас республика приносит немалую долю в самообеспеченность страны продуктами. За последние годы выросли объемы экспорта. На что ориентируют сельскохозяйственные предприятия в федеральном ведомстве и как прочувствовать деревенский быт, не выезжая из Москвы? Подробности у Дмитрия Ковалева. Пожалуй, самый востребованный мастер-класс на выставке. Организаторы подсчитали, что со дня старта недель Минсельхоза Республики больше 1000 человек попробовали себя в роли дойера. Гостей на экспозицию региона привлекают шоколадные фонтаны. Чувашию называют сердцем кондитерской промышленности России. На ВДНХ приехали и долгожданные гости. Более активная башкирская цветная и спокойная по своему нраву белоснежная агидель. Эти уникальные породы уток в республике разводит только одно хозяйство. Гуси и вовсе селекционное достижение региона. Макулинский кросс выводили порядка 11 лет. В прошлом году предприятие «Вурнарец» получило патент. Инкубационные яйца из Чувашии реализуют в Беларусь и Казахстан. На время выставки «Россия» на ВДНХ открылась настоящая деревня, которая называется Новопростоквашино. Здесь гуси, утки, овцы, коровы и настоящий северный олень. Экзотика для большого города. Импровизированная ферма будет работать вплоть до окончания выставки «Россия». Сейчас каждый день форума приурочен национальным достижениям. Абсолютный успех аграриев страны – выход на 100% обеспеченность зерном. Большая доля поставляется за рубеж. С 2000 года сельхозпроизводство России выросло почти в 2 раза. Ну и сейчас уже сложно представить, что когда-то мы зависели даже от экспорта зерна. И мясное направление нарастило показатели вдвое. С 2022 года мы уже вышли на 100% обеспеченность. Объемы сбора зерновых в республике превысили 1 миллион тонн. Свою рентабельность увеличивают производители мяса. Как никогда большим спросом начали пользоваться птица и яйца. Теперь и на мясо птицы цены хорошие. Мясо птицы стоит дороже, чем свинина. Такого не было никогда. Канарская птицефабрика заработала. Также ведется модернизация на других фабриках, например, на Маргаушской птицефабрике. Республика готова и опытом поделиться. К примеру, многие регионы также стремятся выращивать хмель. А вот чем республика особенно гордится. Аграрии региона производят 70% лука-севка и 90% хмеля. И не случайно экспозиции субъекта подобрали слоган «Чувашия кормит». Фермерская продукция скоро станет отдельным брендом и получит право маркироваться. Такую законодательную инициативу рассматривает Госдума. Сектор малого бизнеса в большом агропромышленном комплексе продолжает развиваться уверенно. Продукция личных подворий успешно замещает импортные аналоги. Наши фермерские сыры, наша нишевая молочная продукция, кондитерские изделия, плоды, ягоды, мясные, рыбные деликатесы. Они все уже пользуются огромной популярностью, они широко известны. Быть фермером современно, скажем, да, потому что на сегодняшний день ты сам руками творишь продукт питания. Гранты на сегодняшний день даются всем тем, кто не ленится, кто хочет работать. Хорошие новости для аграриев. Объем грантовой поддержки и субсидий увеличивается. Столько программ, столько мер господдержки не работает ни в одном из регионов Российской Федерации. Последние годы мы, естественно, его заканчиваем с хорошими результатами. Цена на яйцо очень высокая, но это позволяет нам расширяться, дополнительные производственные помещения строить, сажать дополнительно птицу. Ну а энергетика агропромышленной экспозиции республики завораживает. Многие гости получили приглашение на фестивали в Чувашию, а еще сладкие и памятные подарки. Экспозиция очень понравилась, широкая, масштабная, интересная. Поэтому решили, проходя мимо экспозиции Чувашии, решили поучаствовать. Мне очень понравилось. Все и промышленность, и, как говорится, народ такой очень красивый, очень. А герою России Дамиру Юсупову было и что вспомнить о республике. Это и национальные узоры, и костюмы. Я с этой республикой знаком еще с прошлого века, когда поступал в Чувашский госуниверситет. Приехал в Чебоксары. Город мне понравился, чистый, благоустроенный, зеленый город.
И поскольку это была юность, то у меня только положительные впечатления, приятные воспоминания. Экспозиция республики в пятерке лучших. Это итоги голосования посетителей. Выставка «Россия» продолжает раскрывать потенциал Чувашии. Дмитрий Ковалев и Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.